Уйгуры, которые на протяжении многих лет не могли получить хоть какую-то информацию о своих родственниках, обнаружили имена своих близких в списке Каракаша, обнародованного агентством BBC в начале этой недели. Список Каракаша содержит информацию о 3000 человек из 650 семей. Розениса Мехмед Тухти, проживающая в Турции вместе с 3 детьми, обнаружила в списке имя своего брата, с которым потеряла связь 3 года назад. В документе под номером 597 указывалось, что его приговорили к 10 годам лишения свободы. Также женщина нашла информацию о своей сестре Фатиме. Ее коммунистический режим Китая приговорил к тюремному заключению в 2018 году. Основанием ареста стало нарушение нормы, согласно которой жителям Восточного Туркестана не разрешается иметь больше 2 детей. Согласно данным из документа под номером 358, Фатима Мехмед Тухти находится в 4-й исправительной колонии. Неделю назад, во время конференции, прошедшей в Мюнхене, министр иностранных дел Китая Ванг Yi заявил, что в уйгурском регионе нет никаких концлагерей, и подчеркнул, что уйгуры, казахи и другие тюрки имеют равные права с китайцами, а также проживают в комфортных условиях благодаря Коммунистической партии Китая. Тем не менее, попавшие в прессу секретные документы и показания бывших узников еще раз доказывают, что китайские власти нагло врут китайскому народу и мировому сообществу. Стало известно, что 74 уйгура из города Хотан были направлены во внутренние провинции Китая, где стремительно распространяется эпидемия коронавируса. Несмотря на карантин и комендантский час, 22 февраля решением местного управления 174 молодых уйгура были направлены в город Чанша на частном самолете. При этом власти сообщили, что еще 300 уйгуров будут направлены во внутренние провинции Китая. Коммунистическая партия издала указ, согласно которому до конца года из Восточного Туркестана во внутренние регионы Китая будет выселено 50 тысяч человек под предлогом трудоустройства. В свою очередь, уйгурская диаспора обеспокоена тем, что китайские власти уничтожат миллионы узников, содержащихся в лагерях, и сотни жителей уйгурского региона при помощи коронавируса. В связи с тем, что число летальных случаев в Иране из-за эпидемии коронавируса растет с каждым днем, власти Турции объявили о закрытии границ Ираном. Наряду с Турцией границы с Ираном закрыли Ирак, Пакистан, Туркменистан, Кувейт и Саудовская Аравия. Министр здравоохранения Турции заявил, что на сегодняшний день в Иране было зафиксировано 43 инфицированных, количество летальных исходов составило 8. Вчера было объявлено, что общее количество случаев коронавируса в 32 странах, включая Израиль и Ливан, составило 78 442. 2464 инфицированных умерли. Во время внеплановой пресс-конференции генеральный директор гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что коронавирусом нового типа были заражены 152 итальянца, 3 из которых скончались. В связи с быстрым распространением эпидемии, власти Италии приняли решение временно остановить обучение во многих городах, расположенных на севере страны. Было закрыто большое количество церквей, в том числе и кафедральный собор Милана, а также отменен венецианский карнавал. Верховный представитель Европейского Союза по международным отношениям и политике безопасности Джозеф Боррелл заявил, что решение Израиля расширить незаконные поселения в районах Гиват-Хаматас и Хархома, расположенных в Восточном Иерусалиме, отрежет Иерусалим от Вифлеема и приведет к усугублению обстановки в регионе. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал, что в Восточном Иерусалиме будет построено еще 5200 домов для евреев. Около 10 тысяч человек собрались в Ханау в знак протеста против расизма. Тысячи людей проследовали от площади Курта Шумахера до центральной площади города, неся плакаты, на которых были написаны лозунги против расизма и исламофобии. Наряду с родными погибших в результате бойни, устроенной помешанным расистом, в акции приняли участие жители Ханау, других городов Германии, Европы и Турции. В результате теракта, произошедшего в 2 кафе, погибло 9 человек, в том числе и граждане Турции.